Ну и в завершении выпуска чуть больше 2 недель остается до старта экспедиции «Полюс холода соединяет океаны». Ее организуют Русское географическое общество и Российский союз спасателей. Маршрут пролегает по малонаселенным и малоизученным районам Якутии. О подготовке расскажет Афанасий Николаев. Ликбез для спасателей. Археолог Николай Кирьянов объясняет участникам экспедиции, по каким признакам определить место стоянки древнего человека и отличить каменный топор от булыжника. Маршрут экспедиции проляжет по ранее неизученным местам и обещает эксклюзивные открытия. То есть, если во время движения будет возможность обследовать коренной берег, то именно там можно обнаружить самые наиболее ранние стоянки человека. И если такая удача у нас будет, это будет большое открытие, потому что вот таких древних памятников у нас их всего можно на пальцах одной руки посчитать. Кроме поиска мест возможных стоянок древнего человека, по ходу движения по рекам Охота, Делькю, Куйдусун и Индигирка участники экспедиции будут брать пробы воды для изучения гидрохимии и гидробиологии. Для Международного фонда Стерхов будут уточнены ареалы обитания пернатых через наблюдение и опросы населения. В общем, участники экспедиции должны будут максимально полезно использовать каждый день пути. То, что материалы экспедиции будут анализироваться, изучаться на очень высоком международном уровне, мы хотели бы, конечно, чтобы интересы и науки, и республики там были освещены в полной мере. До старта экспедиции остается чуть больше 2 недель. В эти дни завершается формирование грузов со снаряжением, необходимым в пути. Уже в начале следующей недели первые группы членов экспедиции «Полюс холода соединяет океаны» отправятся в начальную точку маршрута – поселок Охотск. Афанасий Николаев, Батый Горохов, НВК «Саха», Якутск.